Здравствуйте, это новости на Якутии 24 в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Взаимодействие республики и столицы. Айсан Николаев встретился с Евгением Григорьевым. Десятки домов, сады и школы в районе ДСК в Якутске будет застроен новый жилой квартал. Тотальный диктант. Сегодня стартовали первые мероприятия, приуроченные к этой большой акции. Прямое включение нашего корреспондента. Шестилетний ребенок выпал из многоэтажного дома в Якутске. В пресс-службе Минздрава сообщили, что он упал с балкона третьего этажа на крышу детского сада на уровне второго этажа. Ребенка увезли в травмпункт с ушибами. В республике идет работа по безопасному пропуску паводковых вод. В этом году работы по зачернению и распиловке льда проведут в 8 районах республики. Также отмечается, что для зачернения льда и скорейшего оттаивания будет отсыпано более 400 гектаров ледяного покрова. Помимо этого, на порядка 40 километрах будет проводиться распиловка. На эти цели выделено из федерального бюджета более 26 миллионов рублей. По предварительным данным, вскрытие рек на территории республики произойдет близко к обычным срокам. На сегодняшний день превышение толщины льда, а также запасов снега наблюдается в центральной части реки Лены, также на реке Амге и в Колымской группе районов. Нашим филиалом Лены регион все конкурсные процедуры проведены, подрядчики определены, значит, работа уже начата. В Ленском и Лёкоминском уже фактически, значит, работа начата. В других улусах, значит, это Хангаласский, Намский, на территории города Якутска, Кобяйский. Уже, значит, предварительные работы начаты по трассировке трассы, проведению работ данных. Значит, Среднеколымский, Верхнеколымский немножко пока рано. Значит, подготовительные работы ведутся. Подготовку к застройке нового жилого квартала начали в районе ДСК в Якутске. В этом новом квартале будет построен современный жилой комплекс, состоящий из 66 жилых домов разной этажности. По проекту в нем будут проживать около 11 тысяч человек, сообщили в Минстрое. Также там планируется строительство 2 детских садов, 2 школ, поликлиники, крытого катка со спортивным залом. Кроме того, на территории этого микрорайона будет построена пожарная часть. В ходе реализации первого этапа застройщик до 2022 года возведет 7 многоквартирных домов. В данное время производится демонтаж заброшенных помещений, ранее принадлежавших расформированной военной части. Глава Якутии Айсан Николаев провел рабочую встречу с избранным мэром столицы Евгением Григорьевым. Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития города. В числе первоочередных задач глава республики отметил выполнение национальных проектов, в рамках которых в городе предусмотрены строительство и реконструкция дорог, возведение объектов социальной инфраструктуры, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, также благоустройство. Айсан Николаев выразил уверенность в том, что взаимодействие между правительством республики и администрацией города будет конструктивным и нацеленным на качество жизни горожан. В Якутске продолжают анализировать состоявшиеся выборы мэра столицы. Свое мнение озвучил депутат Илтумен Матвей Евсеев. У него планы четко расписаны. Строительство школ, полностью изжить вот это ветхое аварийное жилье. Одна из самых таких, наверное, проблем – это отсутствие садиков. Потом дорожное хозяйство. В плане там, от 40 до 50 километров в год доводить. Это 5 лет, это 200-250 километров. Это для города немало. Далее у него есть очень четкое понимание, что сегодня устарела, не только устарела, она самортизировала, и плюс пришла большая часть негодности – это коммуникации. Он четко видит, и он правильно вот эти акценты поставил. С 1 апреля в труднодоступных и отдаленных районах республики начинается всероссийская перепись населения. Она пройдет в 15 районах Якутии, в 8 из которых это в основном северные и арктические полностью, а в 7 районах лишь в некоторых населенных пунктах, где проблемы с транспортной доступностью. Туда уже доставлены бланки, экипировки, портфели, удостоверения переписчика, также средства индивидуальной защиты. Основной этап всероссийской переписи населения пройдет в сентябре текущего года.
В апреле месяце будет переписано порядка 46 тысяч человек населения. В этой работе будет задействовано 234 переписного персонала. Проверена готовность этих районов к переписи. Во всех районах подобраны уже помещения, где будет работать персонал, где хранится наша переписная документация. Во всех районах подобран уже переписной персонал. Мы готовы к переписи с 1 апреля в нашей республике. Мы готовы. Программу воспитания для дошколят разработают в Минпросвещении России. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, ребенок в дошкольном возрасте должен максимально развиваться, общаться со сверстниками, играть. Необходимо развитие основных психологических функций, а читать и писать ребенка научат уже в школе. В новых школах появятся флипчарты, эквалайзеры, цифровые словари. По словам министра, это будет не подготовка к школе, а именно развитие. Прием заявлений на зачисление в 1 класс в школы Якутска начинается завтра. Запись производится самостоятельно через портал образовательных услуг республики. Если у родителей нет возможности подать заявление через сайт, они могут подойти в школу с перечнем документов для приема. Заявления принимают до 30 июня от граждан, живущих на закрепленной за школой территории. Ну а с 6 июня по 5 сентября проводится прием заявлений от не проживающих на закрепленной территории при наличии свободных мест. Согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации 2 сентября, запись в первые классы в школах начнется с 1 апреля и закончится 30 июня. И в этот промежуток времени заявление подают родители, то по месту регистрации. И первоочередной категория – это когда взрослые, братья и сестры учатся в той же школе. И это же относится к детям военнослужащих и работников полиции. Накануне Якутску официально передали звание столицы тотального диктанта. В этом году его напишут на 89 площадках по всей республике. Сегодня стартовали первые мероприятия, приуроченные к этой большой акции. Подробнее о них расскажет наш корреспондент Петр Васильев. Он сейчас на прямой связи со студией. Петр, вам слово. Влад, приветствую. Мы сейчас действительно находимся в ДК имени Кулаковского. Здесь буквально пару минут назад завершился старт фестиваля грамотности в рамках большой просветительской акции «Тотальный диктант». Пройдет сам фестиваль до 4 апреля. О его основных целях и задачах нам рассказали авторы этого проекта. Фестиваль грамотности задуман в рамках того факта, что Якутск стал столицей тотального диктанта. Каждый год, стараясь передавать символ столицы, мы не просто это делаем, да, мы делаем это с некоторой еще просветительской миссией. И в этом году это впервые форма фестиваля. До этого, например, у нас был такой просветительский автопробег. И фестиваль этот нацелен на то, чтобы с максимальной пользой команда экспертов, филологов, писателей тотального диктанта отработала. Программа фестиваля достаточно насыщенная. В эти 5 дней пройдут различные вебинары и мастер-классы, посвященные актуальным вопросам русской литературы, развитию и изменениям русского языка. Помимо этого в программе семинары для преподавателей, школьников, учащихся студентов университетов, публичные лекции и викторины для тех, кто неравнодушен к нашему великому и могучему. Также писатель Андрей Геласимов проведет творческие встречи в Северо
Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте всегда в курсе.